Братья, сестры, ставьте лайки, пожалуйста, и комментарии пишите. Это для дела нужно, чтобы YouTube продвигал эту лекцию дальше, и чтобы еще больше людей получили пользу от лекций. Хотя смерть приходит к человеку по воле Господа Бога, обязанность забирать человеческие души Он возлагает на ангела Азраила, являющегося символической завесой, разделяющей в глазах людей саму смерть и того, кто ее посылает. Болезни или различные бедствия также символизируют своего рода завесу, но уже непосредственно между смертью и Азраилом. Явление ангела смерти умирающему. Так как ангел Азраил, как и все ангелы, созданы из света, он может появляться и присутствовать сразу в нескольких местах одновременно. То, что он занят в определенный момент, вовсе не означает, что в это же самое время он не может участвовать в выполнении каких-либо других дел. Так же, как солнце дарит тепло и свет всему миру одновременно и, отражаясь, присутствует в бесчетных прозрачных объектах этого мира, ангел Азраил может забирать миллионы душ одновременно, не создавая при этом путаницы. Каждому из ангелов даны в подчинение подобные им ангелы. Когда умирает хороший, праведный человек, к нему сначала приходят несколько ангелов с улыбающимися, светящимися лицами. За ними следует ангел Азраил, которого могут сопровождать один или несколько подчиненных ему ангелов. Им поручено забирать души праведных. Ангелы, забирающие души праведных, отличаются от ангелов, которые забирают души грешников. Души грешников, встречающих смерть с озлобленным, испуганным лицом, безжалостно вырываются. Живут ли части тела или его клетки после смерти? Все знают, что пока человек жив, именно душа его чувствует боль и радость. Хотя душа чувствует боль через нервную систему и использует эту систему для взаимодействия со всеми частями тела, вплоть до каждой клетки, загадкой для науки все еще остается следующее. Какой тип взаимодействия происходит между душой и телом, включая мозг человека? Любой сбой в работе какой-либо части тела, его внутренних органов, приводящий к смерти, может привести к остановке деятельности нервной системы. Тем не менее, как доказано наукой, некоторые клетки мозга продолжают жить после смерти какое-то время. Ученые проводят исследования на основании сигналов, получаемых от подобных клеток головного мозга после смерти. Если работа сложится удачно, и они смогут расшифровать эти сигналы, это будет иметь очень важное значение, особенно в области криминалистики, так как это позволит пролить свет на преступления, авторы которых неизвестны. В Священном Коране рассказывается, как во времена пророка Мусы, мир ему, Аллах воскресил убиенного, рассказавшего о своем убийце, и когда убили они живую душу, Господь открыл им глаза на то, что они скрывали. Что чувствует человек в свой смертный час? Тем, кто веровал в Господа и вел праведный образ жизни, открыты двери рая. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, что души праведных забираются так же мягко и плавно, как вытекает вода из кувшина. Более того, шахиды, мученики, погибшие на пути Господа, не чувствуют агонии смерти и не знают того, что они умерли. Вместо этого они чувствуют, что переместились в лучший мир и наслаждаются вечным счастьем. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Джабиру, да будет доволен им Аллах, сыну Абдуллаха ибн Амра, который был мученически убит в битве при Ухуде: «Знаешь ли ты, как Господь встретил твоего отца? Он встретил его так, что ни глаза не видели, ни уши не слышали, ни умы этого не постигли. Твой отец сказал: «О Всевышний, верни меня в мир живых, чтобы я мог рассказать тем, кого оставил там, насколько прекрасно ожидаемое после смерти». Господь ответил: «Возврата нет, жизнь дается только единожды, однако я расскажу им о твоем пребывании здесь». И после этого был ниспослан следующий аят: «И никак не считай тех, которые убиты на пути Аллаха, мертвыми. Нет, они живые, они у Господа своего получают удел, радуясь тому, что даровал им Аллах из своей милости». Коран, сура 3, аяты 169-170. Человек умирает так, как он живет. Тот, кто вел праведную жизнь, умирает достойной смертью, тогда как смерть грешника бывает мучительной и ужасной. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, больше всех восхвалявший Господа Бога, советовал читать особые молитвы в свой предсмертный час. Известно, что ближайшие сподвижники пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует,
такие как, например, Усман, Али, Хамза и Мусааб ибн Умайр, да будет доволен ими Аллах, и другие, посвятившие себя служению исламу, погибли смертью мучеников. Душа в промежуточном мире. После смерти душа предстанет перед Господом Богом. Если человек жил праведной, целомудренной жизнью и достиг совершенства, ангелы, сопровождающие его душу к Господу, переносят ее к Богу. Ангелы приветствуют душу всюду, где она прилетает, и спрашивают: «Чья это душа? Как прекрасна эта душа!» Ангелы, сопровождающие душу, называют ее самыми прекрасными словами и отвечают: «Это душа того, кто молился, соблюдал пост, подавал милостыню и переносил все трудности жизни во имя Господа». Наконец, Бог Всемогущий приветствует душу и приказывает ангелам: «Отнесите душу обратно в могилу, где похоронено тело ее, ибо должна она ответить на вопросы ангелов Мункара и Накира». С душой грешника повсюду обращаются с пренебрежением и буквально бросают ее обратно в могилу. Любые неприятности, происходящие с человеком в нашем бренном мире, возникают из-за его грехов. Если человек искренне верит, но не может иногда воздержаться от грешных поступков, Бог из милости к этому человеку посылает на него какие-нибудь беды, чтобы очистить его от грехов. Господь может также подвергнуть его жестокой смертельной агонии, дабы простить ему неотпущенные грехи или же возвести его на более высокий духовный уровень. Но при этом Господь забирает его душу очень нежно и мягко. Если, несмотря на все несчастья, перенесенные человеком в миру, несмотря на перенесенные муки смертельной агонии, этот человек все еще имеет неотпущенные грехи, он подвергается некоему наказанию уже в могиле, но избавляется от наказаний в аду. В дополнение ко всему сказанному, каждый человек, находясь еще в могиле, имеет беседу с двумя ангелами о его мирских поступках, ибо могила является первым этапом перехода души к вечной жизни, где каждому воздастся за его деяния в этом мире. Как записано в книгах, Аббас, да будет доволен им Аллах, дядя пророка, да благословит его Аллах и приветствует, очень хотел увидеть второго праведного халифа Умара, да будет доволен им Аллах, в своих снах после его, Умара, смерти. Однако увидеть Умара, да будет доволен им Аллах, во сне ему удалось лишь через 6 месяцев. И тогда он спросил: «Где же ты был до сих пор?» На что Умар, да будет доволен им Аллах, ответил: «Не спрашивай меня об этом. Я лишь успел подвести итог своей жизни. Для того, чтобы очистить Умара, да будет доволен им Аллах, от грехов, Всевышний дал ему испытание в виде отчета за прожитую жизнь. Могила несет в себе определенное наказание и выполняет роль чистилища от грехов. Это очень горькое лекарство, однако за ним следует райское выздоровление. Как было уже сказано, в могиле каждый умерший беседует с двумя ангелами, которых по исламской традиции зовут Мункар и Накир. Они спрашивают: «Кто твой Бог? Кто твой пророк? Какую религию ты исповедовал?» Если человек при жизни верил в Бога и миссию того пророка, во время которого он жил, если он избрал истинную веру, он сможет ответить на вопросы ангелов. Отношения между душой и телом различны, в зависимости от того, в каком мире они находятся. В мире жизни душа заключена в темницу тела. Если грешные личности и плотские желания доминируют над духовностью, это непременно скажется на ухудшении состояния души и окончательном приговоре, выносимом человеку. Если же, наоборот, душа может контролировать личность посредством веры, поклонения и правильного поведения и способна освободиться из плена плотских желаний, она очищается, обретает непорочность и наделяется славными качествами. Это приносит душе счастье в обоих мирах. После похорон душа отправляется в место ожидания, загробный мир барзах. Хотя тело разлагается и уходит в землю, его неотъемлемые частицы не подвергаются разложению. Неизвестно, имеют ли эти частицы отношение к человеческим генам, но к какой бы части тела эта частица ни относилась, душа взаимодействует с телом через нее. Эта часть тела служит также основой, из которой Бог воссоздает человека в судный день. Может быть, эта часть, сформированная из составных частиц или атомов тела, в том числе уже смешавшихся с землей, станет проводником к вечной жизни в ходе финального разрушения и создания вновь Вселенной. Господь использует эти частицы для возрождения человека в день воскресения. Какие дары мы можем посылать душе после смерти? Души в промежуточном мире будут видеть и слышать нас. Господь позволяет им это. Согласно своей воле, Господь может позволить некоторым людям увидеть во сне
а иногда и наяву умершие души, услышать их или побеседовать с ними. После смерти книга деяний человеческих закрывается, кроме как для того, что было совершено им при жизни и продолжает приносить пользу и после смерти. Если человек оставил после себя хороших, праведных детей, книги или иное, из чего впоследствии люди могут получить пользу, если он воспитал людей, полезных обществу, внес вклад в их воспитание, ему воздастся вновь и вновь. Если все же человек стал причиной какого-то зла или совершил греховный поступок, которому начали подражать другие, то грехи его будут накапливаться до тех пор, пока это зло будет жить среди людей. Таким образом, чтобы быть полезными тем любимым нами людям, которые отошли в мир иной, мы должны быть их достойными наследниками. Помогая бедным, живя праведной жизнью, особенно используя средства из наследства, оставленного умершими на пропаганду ислама, мы можем увеличить вознаграждение Аллаха. Уважаемые друзья, напишите в комментариях, насколько полезным оказалось для вас данное видео, а также на какие темы вы бы хотели увидеть ролики на нашем канале. Мы обязательно учтем ваши пожелания.